Специальные докладчики ООН выступили с совместным заявлением, в котором осудили насильственное разлучение уйгурских детей с их семьями и предоставление им антиуйгурского образования в школах-интернатах Коммунистической партии Китая. Специальный докладчик по вопросам меньшинств Фернандо Варен, специальный докладчик по культурным правам Александр Ксантаки и специальный докладчик по вопросам образования Фарида Шахид подписали совместное заявление, осуждающее практику Китая насильственно разлучать уйгурских и других тюркских мусульманских детей с их семьями и отправлять в школы-интернаты, конечной целью которых является уничтожение этнической религиозной идентичности уйгурских детей. Спецдокладчики ООН заявили, что дети стали сиротами искусственно. В докладе говорится, что государственная система школ-интернатов в Восточном Туркестане не обеспечивает образование на родном языке и насильно разлучает детей из уйгурских и других мусульманских меньшинств с их семьями и общинами, что приводит к их принудительной ассимиляции. Акида Полад, дочь известного уйгурского ученого, приговоренная Китаем к пожизненному заключению, заявила, что власти не проявили милосердия к ее матери и обратилась за поддержкой к ученым со всего мира. Рахиль Давуд, ведущий исследователь уйгурского фольклора, известная своими научными работами, является одной из жертв из более чем 1 миллиона уйгуров и других мусульманских тюркских народов, которые подверглись широкомасштабным репрессиям со стороны Китая в оккупированном Восточном Туркестане. Ее дочь Акида Полад, которая сейчас живет в Соединенных Штатах, рассказала АФП, что коллеги ее матери по университетам по всему миру надеются, что они помогут оказать давление на Пекин. Высокопоставленный чиновник из Центрального разведывательного управления США предупредил о потенциальной угрозе, которую китайские программы искусственного интеллекта могут представлять для национальной безопасности США, в то же время заявив, что ЦРУ пытается распространить технологию таким образом, чтобы это принесло пользу США. По данным американского телеканала Fox News, директор ЦРУ по искусственному интеллекту Лакшми Раман сказал: «Китай с беспокойством наблюдает за программами искусственного интеллекта. Пекин растет и развивается во всех аспектах в этой сфере». В то время как США и Китай пытаются решить свои проблемные отношения, Белый дом планирует личную встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в следующем месяце. Соответствующая заметка на основании информации от высокопоставленных американских чиновников появилась в Вашингтон-Пост. Правительство США ввело санкции против китайских юридических и физических лиц за незаконный оборот наркотика фентанила, в то же время поделившись с общественностью обвинительными заключениями против них. Генеральный прокурор США Мерик Гарланд заявил вчера журналистам: «Мы собрались здесь сегодня, чтобы выступить с посланием от имени правительства США. Мы знаем, кто несет ответственность за отравление американцев фентанилом». Министерство юстиции также обнародовало обвинительные акты против 8 китайских компаний и 12 их сотрудников. Вчера Бразилия и Китай впервые торговали в своих национальных валютах в рамках двусторонней торговли с прямой конвертацией платежа, полученного в национальной валюте Китая юани в бразильские реалы. В заявлении, сделанном филиалом Банка Китая в Бразилии, финансовая сделка была объявлена исторической. В заявлении отмечается, что сделка была совершена по закупке целлюлозы у компании под названием Эльдорадо Бразил, имеющей представительство в Шанхае, Китай.